Коронавирус не жалеет детей. От новорожденных до подростков болеют все. Сейчас в инфекционном отделении ДРКБ 13 человек, из которых ковид подтвержден у половины. Один ребенок находится на интенсивной терапии. И если раньше чаще всего болели дети школьного возраста, то теперь в отделении в основном попадают пациенты до 3 лет, самому младшему из которых месяц. У нас были пациенты до года, у которых были проявления вирусной пневмонии по КТ, КТ-2, то есть процентов 35-40. И протекала такая пневмония без выраженной дыхательной недостаточности, без выраженной интоксикации. Но есть дети, которые и на 10-15% реагируют очень остро. То есть у нас в прошлом месяце, например, были дети, которые находились на ИВЛ с поражением легких. Осенью подхватить вирус проще, когда иммунитет ослаб, поэтому в сезон простуд стоит, как говорится, держать руку на пульсе. Конкретного признака ковида у детей нет, тревогу нужно бить, если у ребенка появилась стойкая температура, головная боль и пропал аппетит. Чаще к нам обращаются родители с жалобами на стойкое повышение температуры тела до 39-40 градусов в течение недели и более, которая не поддается даже прием антибактериальных препаратов, он не сбивает температуру, ребенок не стабилизируется, они обращаются к нам. В тяжелой форме коронавирус протекает у детей с сопутствующими хроническими заболеваниями. В среднем лечение у детей длится около 2 недель. В тяжелой форме коронавирусная инфекция протекает у детей, это часто болеющие дети с отягощенным приморбидным фоном, то есть неврологические дети, как мы уже говорили. У нас также были дети, которые поступали с гипергликемией, то есть первично выявленный сахарный диабет у нас тоже встречают. Всего, по данным Роспотребнадзора, в стране до 10% заболевших – дети. Ковид не только не делает скидку на возраст, он стал агрессивнее. Медики связывают это с быстротой мутации вируса и появлением новых штаммов. У самых маленьких все чаще наблюдаются и постковидные осложнения. Вторичных нефропатии в виде гепатитов реактивных, то есть очень много проявлений, как мультисистемный воспалительный синдром проявляется, изменения со стороны кровеносной и сердечно-сосудистой системы. Очень часто осложнения мы видим в виде тромбообразования у детей. Вирус по-настоящему испытывает юные организмы, поэтому медики призывают родителей следить за самочувствием своих чад и при малейших признаках недомогания обращаться в больницу. Тамара Хшагульгова, Асхат Белакиев, Новости 24.